Этот спецрепортаж был снят журналистами Останкино в ноябре 1992 года и помог пробить шовинистическую информационную блокаду, развернутую по указу Ельцина против ингушей. Тогда действовал его указ, запрещающий освещение событий, происходивших в пригородном, а именно этнической чистке ингушского населения. После показа этого репортажа в эфире директора телеканала Останкино Евора Яковлева сняли с должности указом президента. Этот фильм больше ни разу не показали в эфире ни одного телеканала. 30 лет он был стерт со всех площадок, но благодаря неравнодушным найден и опубликован в прошлом году. Знать и распространять правду о геноциде ингушского населения в пригородном районе — обязанность каждого ингуша. И да не родится на свет ингуш, кто это простит. До 31 октября 1992 года на территории пригородного района Северной Осетии проживало 65% ингушей. Закона о реабилитации репрессированных народов, предусматривающего территориальную реабилитацию, они ждали 47 лет со времени депортации из этих мест. 26 апреля 1991 года закон был принят. За неделю до этой даты руководство Северной Осетии ввело чрезвычайное положение в пригородном районе. В режиме чрезвычайного положения пригородный район живет уже второй год. В конце 90-го года было объявлено о формировании осетинских отрядов народного ополчения и их вооружении. В конце 91-го года была создана 5000-я национальная гвардия Северной Осетии, которой было передано 60 тысяч стволов нарезного оружия, 20 БМП и танков из Владикавказского гарнизона. 4 июня ингуши дождались принятия закона об Ингушской республике в составе России, учитывающего территориальную реабилитацию. Ингуши, жившие в пригородном районе, праздновали рождение Ингушской республики в заблокированных войсками спецназа населенных пунктах в условиях комендантского часа. За 5 месяцев со дня принятия закона не было создано властных и законодательных структур Ингушской республики. Мораторий на передел границ, наложенный указом президента России сразу после принятия закона, парализовал работу по проведению выборов в парламент республики. Глава Временной администрации генерал Ермаков не мог определить, на какой территории проводить предвыборную кампанию. 26 октября этого года в Верховном Совете России намечалось рассмотрение вопроса об ускорении определения границ Ингушетии. 20 октября в пригородном районе БТР осетинской милиции задавил 12-летнюю ингушскую девочку. В эти же дни на территории Северной Осетии погибло несколько ингушей. Трагические события продолжали развиваться. Произошел ряд вооруженных столкновений в местах компактного проживания ингушей с работниками органов внутренних дел и Министерства безопасности Северной Осетии. В этих населенных пунктах были возведены баррикады. 23-24 октября формировался Ингушский координационный совет пригородного района. Руководство Северной Осетии расценило создание этого органа как посягательство на законную власть республики. Переговоры Координационного совета, представители администрации из Назрани и руководство Северной Осетии не предотвратили взрыва. Митинг ингушей в их центре Назрани перерос в стихийный вооруженный поход в пригородный район. Руководство Северной Осетии расценило события 31 октября как прямую агрессию против республики. Мы вскормили на груди республики змею, жало которой ранило нас больнее всего. Кто мог предположить, что граждане республики ингушской национальности, жившие и работавшие рядом с нами, пользовавшиеся всеми благами республики, нанесут нам удар в спину. Поэтому фактически нам с первых же дней пришлось воевать на два фронта, отражать внешнюю агрессию и бороться с внутренним врагом. Благодаря героическим действиям народного ополчения, в состав которого вошли казаки, республиканской гвардии, подразделения МВД, ОМОНа, добровольцев из Южной Осетии, мы смогли отстоять честь и независимость нашей республики. Ахшарбек Галазов запросил помощи Москвы. Вслед за введением в пригородный район российских внутренних войск и формированием ВДВ вступил в силу указ президента о чрезвычайном положении, дающий право войскам вести огонь на поражение огневых точек. И это право было использовано. Назначенный главой Временной администрации Ингушетии и Северной Осетии вице-премьер Георгий Хижа во время пребывания в районе конфликта ни разу не был в центре Ингушетии Назрани. Координация боевых действий велась из Владикавказа совместно с руководством Северной Осетии. Вне закона фактически оказалось не только вооруженные ингуши, но и мирное население ингушской национальности, граждане Северной Осетии. Куда их пропускают? У нас проблема не решается, чтобы мы заехали, трупы забрали свои. Сегодня, вот сейчас туда ехать, нецелесообразно. Да? Мы таким же образом запустили Осетию. Завтра таким же порядком пропускаем вас. Забирайте все свои вещи, все, что необходимо. В 10 часов здесь выстраивайтесь колонны. Не поняли. В смысле, туда забираете здесь? Нет, туда пропускаем людей с машиной. Можете забрать вещи свои там вывезти, может быть, склад или так далее. А эти люди там... Уйди назад. Я хоть вечером маленький вопрос задам. А почему со свой собственный дома я возьму вещи? Я останусь в свой дом. Вот так. И завтра пойду и буду сидеть в свой дом.
3 дня подряд мы приезжали на Керменский пост. 3 дня пытались проехать в пригородный район. Нас не пускали. На вопрос «почему?» отвечали «нельзя, не положено, опасно». Дальше не распространялись. Это не входит в компетенцию коменданта района. На вопросы людей, которые когда-то проживали в пригородном районе, вообще не отвечали, а вопросов сотни. Почему люди не могут вернуться в свои дома? Почему, кроме миротворческих сил, в пригородном районе продолжают находиться вооруженные люди, называющие себя силами самообороны Северной Осетии? Почему держат под арестом ингушей? Почему нельзя забрать и похоронить тела погибших? Почему не работают следственные органы? Почему в Назрань не приезжает хижа? Будет ли компенсация за нанесенный ущерб? Почему русские солдаты стреляли в мирных людей? И вообще, кому задать все эти вопросы? Солдаты входили в населенный пункт, выполняли поставленную задачу, после чего ведь предусмотрено чрезвычайным положением, что должен быть установлен комендантский час, какая-то комендатура, какое-то патрулирование совместное, несовместное, то есть обеспечить элементарную жизнь людей, тех, кто остался целыми. Порядок. Этого ничего не сделано. Вот сейчас мы ставим вопрос как. И целиком и полностью поддерживаем ингушскую сторону в каком вопросе? Очень много беженцев. Тысячи, если не десятки тысяч. Безусловно, сегодня так, как ставит вопрос эта осетинская сторона, что заберите их в Назрань или куда-то еще, мы считаем это вообще исключен. Беженцы и заложники должны возвращаться к своему месту жительства. По последним данным, на территории пригородного района было прописано около 50 тысяч ингушей. О точном количестве беженцев, прибывших на крохотную территорию Ингушетии, говорить невозможно. Вся работа по их приему и размещению ведется, по сути, на общественных началах. Это еще одно следствие отсутствия властных структур республики. Ясно одно. Речь идет о десятках тысяч людей, оставшихся без крова. Те, кто не смог выбраться из зоны конфликта, оказались в заложниках у сил самообороны Северной Осетии. О судьбах многих ничего не известно. Пропавших без вести на сегодняшний день числится более 17 тысяч человек. Живы ли они? Находятся ли в заложниках? Или погибли? Как узнать? Жительница города Владикавказа, прожила там 30 лет. Не знаю, вот за что у них эта стрельба, с этой, с той стороны, ни к чему не прикосновенно, 3 детей у меня. Ворвались ко мне 8 вооруженных солдат. Силой, синяки еще на руках отняли у меня 4-годовалую дочь, Светлану Гулееву, и которой, я не знаю сейчас ее судьбу. Увезли меня в подвал мединститута. Я просидела там 4 суток. Это делали народное ополчение Северной Осетии. Там не было российских солдат. Народное ополчение, вооруженные. Моя вся улица, где я проживала 30 лет, улица 8 марта, все жильцы нашего дома меня защищали, кричали криком, но не могли мне помочь пойти против 8 автоматов. Меня увезли силой. Неужели нет власти, людей, которые поможет этим несчастным людям? Граждане Северной Осетии, желающие вступить в ополчение, могут записываться в райисполкомах по месту жительства. При себе иметь паспорт. В настоящее время ингушское население повсеместно оказывает вооруженное сопротивление законным требованиям властей. В целях пресечения